Ситуация, которая волнует уже очень много времени. Неужели нашлось решение? Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого интересного. Участники прошедшего в Минске совещания начальников подразделений Международного военного сотрудничества вооруженных сил стран ОДКБ выработали предложение по снятию напряженности на участках границы между Таджикистаном и Кыргызстаном. Об этом сообщил начальник департамента Международного военного сотрудничества, помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Беларуси Валерий Ревенко. На совещании начальников подразделений МВС ОДКБ обсуждена военно-политическая обстановка в зонах ответственности организации, уточнены мероприятия международного военного сотрудничества в рамках председательствования Республики Беларусь, сказал он. По словам Ревенко, в рамках этих мероприятий выработаны предложения для глав оборонных ведомств по снятию напряженности на участках границы между Таджикистаном и Кыргызстаном. Подробно о мерах не сообщается, лишь отмечается, что результаты совещания выступят в качестве основы для последующей реализации решений уставных органов организации. Были озвучены приоритетные направления ОДКБ в 2023 году по урегулированию кризисных ситуаций, недопущению дальнейшей дестабилизации в зоне ответственности ОДКБ, повышению готовности компонентов войск, укреплению военно-технического сотрудничества и тому подобное. Как вы думаете, на этом основании наши страны решат приграничные вопросы или нет? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. А министр обороны Беларуси Виктор Хренин, выступая на совещании, анонсировал, что заседание Совета министров обороны стран ОДКБ планируется провести 25 мая в Минске. Напомним, в середине сентября обстановка между Таджикистаном и Кыргызстаном обострилась в очередной раз. Стороны обвинили друг друга в дестабилизации и сообщали об обстрелах приграничных сел. Активная перестрелка продолжалась с 14 по 16 сентября. Под огнем оказались населенные пункты из Фаринского и Гафуровского района Сагдийской области и района Лахш Таджикистана, а также Баткенского и Лейлекского районов Баткенской и Ошской областей Кыргызстана. Тогда сообщалось о более 100 убитых с двух сторон, десятках раненых, многочисленных разрушениях домов и социальных объектов на приграничных территориях. Протяженность границы между двумя республиками составляет примерно 970 километров. Процедуры по ее демаркации после распада СССР не завершены. В настоящее время у двух стран нет договоренностей по 460 километров из 970 километров границы, что и вызывает конфликты между местными жителями. Как вы относитесь ко всей этой ситуации? Как вы думаете, не стоило ли бы ОДКБ просто вмешаться как миротворцам, стать на границе и следить за порядком на ней, пока страны не решат конфликт? Или это плохая идея? Как вы думаете? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!